Скажите, как вы считаете, почему так остро реагируют на решение Федерального министерства просвещения в Татарстане? Ну, потому что, честно говоря, они задрали. Значит, Москва, я имею в виду представителей нерусских народов, в особенности по части того, стоит ли им знать, изучать свой родной язык. Эта же история началась не сегодня и не вчера. В общем-то, она длится, по сути говоря, с началом прихода Владимира Путина. То есть система национальных образований постепенно, значит, ломают. Сначала запретили сдавать ЕГЭ на родном языке, потом убрали так называемые этнорегиональные компоненты системы образования, где каждый регион как бы до 20%, да, вот, учебного процесса сам определял. И следующее, в 2017 году, после вот этого наезда Путина на добровольность, обязательность преподавания родных языков, это был третий акт, после чего Госдума внесла уже задним числом изменения в закон об образовании, где оставила родные языки в качестве добровольных. Были очень сильные такие репрессии в отношении учителей, даже воспитательниц детского сада, после чего она как-то так более или менее успокоилась, но тлела. Значит, вот в 2018 году эти поправки были приняты, и вот сейчас опять они не могут остановиться, и те 2 часа, которые оставили в качестве необходимого изучения татарского, там, ну, родного языка, не обязательно татарского, и литературы в младших классах, сейчас хотят убрать и снизить до 1 часа. Это первое. Второе, хотят заменить название «родной язык» на «языки народов». Ну, то есть это чисто символическая замена, но очень чувствительная. Кстати, упомянутая вами Ямпольская, она была депутатом Государственной Думы от Республики Татарстан. И вот, будучи депутатом от Республики Татарстан, она лоббировала принятие этих изменений в закон, как раз о государственном русском языке. Ну и, собственно говоря, в 2020 году, вы знаете, были изменения в Конституцию Российской Федерации, где русский язык был определен как базовый и государственнообразующий язык государствообразующего народа. Ну и понятно, теперь вот в рамках этой конструкции все остальные не просто должны подвинуться, они и так уже там давно на обочине, а именно лишить их полной субъектности вообще. Ну, я думаю, что следующий этап – это просто отмена всех национальных языков, ну, потому что в тоталитарном государстве не может быть кто-то, кто как бы вот не соответствует этой тотальности. Один народ, один царь, как известно, один вождь или там А чего одно боится, как вы государство. считаете, Путин в этой ситуации, вот продолжая додавливать этот вопрос, такой чувствительный для страны, на самом деле. Вот я понимаю, насколько он чувствительный для Татарстана. Это как бы специально нагибают, что называется, чтобы место М, свое знали. Ну, то есть вот это такой немножко понятийный момент. Какие Это цели у этого бесспорно. всего? Вы верно отметили, это именно понятийный момент, связанный с, конечно, мировоззренческими особенностями Владимира Путина, который, как вы помните, сказал, что величайшей катастрофой XX века является геополитической, имеется в виду, обрушение Советского Союза. И также он говорил, что Ленин заложил мины замедленного действия, согласившись на создание республик или автономных республик и так далее. То есть для него это прямо действительно большая угроза экзистенциальная. И поэтому он, скорее всего, дал это указание на полный демонтаж всех национальных институтов. Понятно, система образования одна из наиболее таких серьезных, поэтому и их надо додавить. Но для определенных народов и для татар в частности, ну, язык является как бы очень важным и базовым элементом их идентичности, потому что татары дисперсный народ, в Татарстане проживает порядка там 27% от общего числа татар. И невозможно сейчас преподавание родных языков татарского языка не только в Татарстане и в целых регионах Российской Федерации означает, что, скорее всего, процесс глобализации, унификации и, собственно говоря, русификации пройдет еще быстрее. Это сильно беспокоит, но Путину это нужно в рамках как бы продвижения идеи русского мира. Все достаточно логично. Татарстанские элиты, конечно, могут сейчас сопротивляться
брыкаться, но мы же прекрасно понимаем, что если Москва там сильно надавит, то вряд ли это сопротивление будет продолжено.